Здравствуйте, добрый день, дорогие мои. Алло, сегодня первое, добрый день, алло. Так, здравствуйте. Так, собираемся. Кто там, бонжорно? Я вас умоляю. Давайте уж наше доброе, старое здравствуйте и добрый день. Ну что ж, подтягивайтесь. Только что просмотрела я класс, смотрела, как вы работаете в я классе. Так, Адиль, пожалуйста, не забывай, что ты на уроке русского языка и литературы, что закончится дистанционное, и мы встретимся, Адиль. Я не угрожаю, я просто напоминаю, что мы встретимся. Поэтому прекрати писать всякую ерунду. Итак, ребята, урок литературы. Мы сегодня попробуем объяснить связь литературы с историей, обобщить ваши знания, вспомнить жанры устного народного творчества. Ну и, наверное, это последний наш урок, лекция. На следующих уроках у меня уже будет возможность задавать вам вопросы, а у вас будет возможность отвечать. И поэтому сегодня урок лекция. Поэтому приготовьте свои конспекты, тетрадки и начнем. Итак, ребята. Сегодня на уроке мы познакомимся с вами с шедеврами киргизской литературы, с национальной самобытностью и посмотрим русскую литературу, поговорим о русской литературе в контексте кыргызской, о влиянии русской литературы на кыргызскую литературу. Так, ну что ж, готовы? Итак, начинаем наш урок. Приготовьтесь, конспектируйте, записывайте. Презентацию скидывать не буду, потому что я так после первой презентации поняла, что некоторые просто дожидаются, когда лежат под деревом и ждут, когда же упадет яблоко им. Так, спрашивает в линейку, да? Можно, да, можно, но, ребята, по литературе я всем советую в клетку, потому что вы рисуете схемы, вы чертите таблицы там и так далее. Например, хронологические таблицы очень удобно чертить в клеточку, да? Поэтому на ваше усмотрение, но предпочтительно, конечно, в клетку. Так, напоминаю, что вы можете продолжить свои тетрадки за предыдущие классы, потому что там очень ценная информация, хорошая, в некоторых очень хорошие тетради, поэтому можете продолжить. Итак, до возникновения кыргызской письменности литература кыргызов развивалась в форме устного народного творчества. Ну, это, наверное, как и у всех народов, да, ребята? Письменность является основным показателем высокоразвитого общества и одной из основ государственности. Я показываю вам письменность кыргызов, древняя письменность, она называлась битик, да? Вот если в гугле наберете битик происхождения древнекыргызского тюркского письма, то выйдет история, научный труд о древней кыргызской письменности. Да? Так, существовала традиция устной киргизской народной поэзии, начиная от лирики и заканчивая эпосом. Из киргизских поэтических произведений известны пастушеские, бекбекей, очень древняя песня, любовно-лирические песни, секетбай, күйгөн, хошоки, это плачи по умершим, пословицы, поговорки, как у всех народов мира, да, сказки, ну и вершина эпосы, малые эпосы, Курманбек, Кедейхан, Ходжодяш, Саринджи-Бөкөй, Олджубай Кишимжан, Эртөштүк и Жаңыл Мырза. Особое важное значение для кыргызского народа имеет героический эпос «Манас». Монументальный эпос киргизского народа «Манас» по праву назван энциклопедией философских, этических и художественных мировоззрений многих поколений кыргызского народа.
По своему объему, ребята, Манас не имеет себе равных среди всемирно известных эпических сказаний. В Академии наук Киргизской ССР были собраны записи более 40 вариантов этой монументальной трилогии. Почему вариантов, ребята? Ну вот смотрите, это устное народное творчество. И каждый сказитель добавляет что-то свое видение. Помните, мы на прошлом уроке с вами говорили, что когда мы читаем, мы пишем. То есть каждый исполняет свое воображение, включает свое воображение и добавляет это к своему эпосу, к тому, как он это рассказывает. Первым, кто попытался записать все эпизоды Манаса и высказать свои соображения об этом эпосе в научном плане, был русский ученый, известный тюрколог, академик Радлов. Зафиксированные им материалы были опубликованы в 1885 году на кыргызском и немецком языках. Так. К ученым, проявившим научный интерес к текстам Манаса еще до Октябрьской революции, то есть до 1917 года, принадлежит и венгерский ученый Алмаши, который опубликовал отрывки из эпоса в 1911 году в Будапеште на немецком языке. Ребята, почему мы берем вот этот период, да, до 1917 года? Потому что с 1917 года идет становление уже отделения кыргызов, да, оно развивается уже как отдельное государство. Кыргызская АСР, потом Кыргызская ССР и так далее. Да? И, естественно, в это время начинается развитие, интерес к своей культуре, к своей литературе. Вот. Алмаши – это венгерский востоковед. Он написал статью и отрывок текста из эпоса 72 строчки. Место и время записи кыргызского текста автором нигде не оговорены, отсутствуют даже сведения об информаторе. То есть кто рассказал ему эти 72 строчки Манаса, да? Какой сказитель. И вот записанный Алмаши эпизод повествует о прощании Манаса с сыном Семетеем. И во всех известных нам вариантах эпоса именно вот этот отрывок не встречается. Именно этим фактом он заслуживает большое-большое внимание, этот отрывок. Создателями Манаса являются талантливые люди из народа. Они же хранители эпоса, передававшие его тексты из поколения в поколение. То есть, смотрите, письменностью владели не все, только богатые сословия, да, но, естественно, не могли записать такой объем. И все передавалось устно, из уст в уста. Сказители этого эпоса в народе называют манасчи. Исполнение эпоса для них основная профессия. Манасчи не только повторяют известный сюжет, но благодаря своему поэтическому таланту передают его своими словами, по-своему компонуя детали, объясняя отдельные явления. Ну, наверное, этого юного Манасчи все знают, да? Он получил орден Данг. Сегодня науке известны биографии свыше 40 сказителей. Лучше всех изучены варианты и творчество двух великих Манасчи Сагымбая Орозбакова и Саякбая Каралаева. Например, со слов Саякбая Каралаева записан один из вариантов эпоса Манас, который содержит свыше 500 000 стихотворных строк. Ребята, это не слова посчитанные, а стихотворные строки. Их 500 000. Это превышает объем Илиады и Одиссея в 20 раз, Шахнаме в 5 раз и Махабхараты в 2,5 раза. Да, это именно вот такое вот восхищение. Эпическое наследие кыргызского народа огромно. Кроме эпоса Манас, в народе известно еще 15 эпических поэм, так называемых малых форм. Это Курманбек, Эртүштүк, Олжобай и Кишимджан, Джангл Мырза и другие. Некоторые из них переведены на русский язык.
Они несут в себе творческое народное представление о героическом и герое, борьбе за свободу, независимость Родины, человека, мечту о свободе и справедливости. Перейдем к некоторым известным творческим людям нашей земли. Токтогул Сатылганов родился в 1864 году, наиболее выдающийся из крымских акынов конца 19-го, начала 20 века. Зачинатель советской киргизской литературы, учитель целого поколения советских акынов. Дореволюционные вольнолюбивые стихи акына вызывали злобу баев, мул, которые жестоко преследовали поэта. По ложному доносу в 1898 году суд приговорил акына к смертной казни, которую заменили каторжными работами в Сибири. В 1903 году при помощи русских друзей Токтогул сбежал с каторги, с величайшим трудом добрался до родных мест. Это памятник Токтогулу. Где он находится, хотелось бы спросить у вас. Ну и марка советская, да, еще в советское время была издана марка «Почта СССР» с фотографией Токтогула Сатылганова. Ну и известная нам денежная единица. Кто-нибудь может вспомнить, где находится памятник Токтогулу Сатылганову? Кто-нибудь знает? Так, вопрос остается открытым. Дальше, ребята. Стихи. Алтынай. Блестящий ответ в парке. Адиль. Еще лучше. Я понимаю, что вам это все... вам это все смешно. Ну ладно. Как говорится, встретимся. Так, дальше. Токтогул первый из народных акынов приветствовал Великий Октябрь и стал не только глашатаем новой эпохи, но и активным борцом за дело революции. Поэзия неоднократно издавалась на родном языке. Сборники, стихи Токтогула в 1938 году, стихи в 1940-м, избранные стихи в 1976-м, собрание сочинений в 2 томах и другие. Имя Токтогула носит Государственное ордена Трудового Красного Знамени «Филармония». Также есть населенный пункт, город Токтогул, район, библиотеки, школы, улицы, да? У нас в Бишкеке есть улица Токтогула. Так, дальше. Давайте познакомимся с народным поэтом Киргизии Аллой Токумбаевым. Он считается основоположником киргизской советской литературы. Тесно... Так, Мурзасеид что-то пишет. Так, тесно связан его творческий путь с важнейшими вехами в истории родной литературы. Первое стихотворение поэта было опубликовано 7 ноября 1924 года в первом номере первой кыргызской газеты «Эркинто». Я даю вам сведения, ребят, которые потом буду спрашивать. Итак, первая кыргызская газета «Эркинто» и первый номер был издан 7 ноября 1924 года. Благодаря ему в национальный литературный обиход вошли различные жанры поэзии. Агитационные марши, послания, сонеты, элегии, сатиры. Он разработал жанр поэмы и является создателем сложной эпической формы роман в стихах. Мы встречались с вами с романом в стихах. У какого поэта? Ну-ка, быстро отвечаем. Роман в стихах. Так, Пушкина, замечательно. Его перу принадлежит драматические повести, социально-бытовая драма. За роман в стихах «Перед зарей» поэт был удостоен в 1967 году Государственной премии Кыргызской ССР имени Токтогула. Памятник Аллы Токумбаеву установлен где? Кто-то уже написал, да? На улице Юсупа Абдрахманова напротив. Где находится этот памятник, ребята? Кто знает? Пока думайте, а я скажу вам, что у него был псевдоним Балка, переводится молоток. Вот такой вот замечательный псевдоним. Памятник напротив Алато. Нет, Мурзасеид, ошибаешься. Памятник был установлен в 1995 году, и он установлен напротив театра оперы и балета. Так, народный писатель, заслуженный деятель искусств Кыргызской ССР Джан Тошев принадлежит к плеяде начинателей кыргызской прозы и драматургии.
Творчество писателя характеризуется его главной книгой, эпическим полотном «Каныбек», одним из первых киргизских романов, написанных в духе романтического реализма. Джантошев известен в республике и как переводчик романа Николая Островского «Как закалялась сталь». Пьеса Островского «Бесприданница». Если вы видели фильм «Жестокий романс», то вот он как раз снят по пьесе Островского «Бесприданница» и другие произведения. Образность и высокая эмоциональность – характерные черты творчества известного кыргызского поэта и драматурга Юсупа Турузбекова. У нас в городе есть улица, названная в честь этого поэта. Он родился в 1910 году. В историю кыргызской литературы он вошел как автор первого драматического произведения пьеса «Аджал Ордуна» «Не смерть, а жизнь». После ее постановки в 1939 году в Москве был награжден орденом «Знак почета». Его пьеса была признана лучшей. «Каменного гостя» Александра Пушкина киргизский читатель впервые прочел в переводе Юсупа Турузбекова. В грозный 1941 год от отчего порога 20-летним юноше, как и тысячи его сверстников, вступил на военную тропу Сүйүнбай Эралиев. Здесь на фронте он сделал свои первые робкие шаги и в качестве поэта. Он писал в перерывах между боями, на привалах, в часы затишья. Писал о войне, об огне и смерти, о ненависти к врагу. Война оставила и в жизни, и в творчестве Эралиева очень глубокий след. В последнее время поэт часто обращается к фронтовым воспоминаниям. Дань военной теме отдал киргизский поэт и тем, что перевел на родной язык знаменитую книгу. Может быть, кто-нибудь по рисунку догадается, мы проходили с вами. Так, кто это? Какой герой? 9 класс. Так, книга про бойца, да? Помните? Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Так, ну и героя зовут Амирхан. Что, да? Я понимаю, что вы помните. Как зовут героя? Так, вопрос остается открытым. Я понимаю, лето было, но чтобы настолько забыть. Так, дальше, ребята. Алыкул Осмонов. Стихи этого поэта покоряют самобытностью, зримой образностью, глубиной чувств. По словам Тайсана Кулиева, вся поэзия Алыкула как бы напоена прозрачной родниковой водой, она пахнет солнцем раннего утра и зрелыми плодами сада на заре. Вы знаете, на многие его стихи переложены на песню. Современные наши певцы поют его песни. Ему принадлежат слова «Сен оруа, мен оруин атаджурт». Перевести это изречение можно так. Пусть я вместо тебя, моя родина, буду болеть, а ты не болей. Перу поэта принадлежат переводы Евгения Онегина, Александра Сергеевича Пушкина, лирика Лермонтова, Маяковского, Отелло и 12-я ночь Шекспира, Витязя в тигровой шкуре Руставели. Низами он перевел Наваи Лейли и Меджуна. Вы понимаете, быть поэтом это само по себе очень сложно, а быть поэтом-переводчиком, мне кажется, это надо быть гением. Почему? Потому что он в равной степени должен знать и свой родной язык, да, и язык, с которого он переводит. Вот в этом плане Алыкул Осмонов, он умер очень рано, молодым умер, да, но его уже в то время называли и сейчас называют кыргызским Пушкиным. Настолько это был самобытный и талантливый поэт. Памятник Алыкулу Осмонову, так, переводчику, находится в Бишкеке возле Национальной библиотеки. Памятник установлен в 1997 году. И надо сказать, что библиотека тоже носит имя замечательного поэта. Национальная библиотека имени Алыкула Осмонова.
Так, дальше, ребята. Переводчик и писатель, редактор, сценарист Мар Ташимович Байджиев. Мы с вами в конце 8 класса посвятили целый урок, да, этому замечательному человеку, говорили о его творчестве, и произведение, которое мы с вами прошли на этом уроке, называлось «Молодец, Алтынай, улыбка». Он родился 23 марта 1935 года в Джалалабаде, Киргизская ССР. Окончил русское отделение филологического факультета Кыргызского университета в 1960 году, а в 1964 году окончил высшие сценарские курсы в Москве. То есть он готовил себя сценаристом, да? Работал главным редактором студии «Кыргызфильм» в Министерстве культуры, собственным корреспондентом литературной газеты, спецкором «Правды», «Правда» — это газета, «Комсомольской правды». В 1990-95 годах был депутатом Джугурку Кенеша Кыргызской республики, народный писатель, академик Национальной киноакадемии Кыргызской ССР, почетный профессор, отличник кинематографии СССР, награжден орденом Манаса. Ну и, наверное, надо сказать, что его произведения и сейчас не сходят со сцены всех театров нашей республики. Ну и, наверное, точно самый любимый мой человек Чингиз Төрөкулович Айтматов, лауреат Ленинской премии, герой социалистического труда. Во времена Советского Союза, ребята, самое высшее достижение, награда, это давали герои. Военным давали герой Советского Союза, а если ты отличался в труде, то тебе давали герой социалистического труда. Так, ну вот так вот Советский Союз оценил труд Чингиза Айтматова, и он был героем социалистического труда, лауреатом Ленинской и государственных премий. В Кыргызстане он был народным писателем. В 1963 году за сборник повести «Гор и степей» был удостоен Ленинской премии. В 1968 году за повесть «Прощай, Гульсары» ему была присуждена государственная премия. А в 1976 году за повесть «Ранние журавли» государственная премия имени Токтогола. Какие произведения вы читали? Я не буду вас спрашивать, но надеюсь, что творчество его очень вам знакомо, и вы любите его творчество. Этот писатель вошел в историю отечественной литературы более полувека назад, когда было напечатано одно из самых проникновенных произведений советской литературы – повесть Джамиля. Позже она была переведена и на другие языки мира. Можно с уверенностью заявить, что эпоха талантливых советских писателей закончилась 10 июня 2008 года, когда из жизни ушел Чингиз Айтматов. 10 июня 2008 год. Я помню этот день, мы стояли на площади, когда его везли в Атабеит, и многие плакали. У меня в руках был сборник его книги, повести «Гор». И было очень тяжело, такое впечатление, как будто действительно, знаете, наступила эпоха, да, вот до и после. До смерти Чингиза Айтматова и после нее. Биография этого человека, она очень удивительна. Спустя десятилетия даже Айтматову не верилось, что, будучи 14-летним подростком, он мог выполнять обязанности секретаря Аилсовета. 14 лет ему было, ребята. Решать вопросы, которые касались различных сторон сельской жизни.
началу войны будущий писатель успел окончить всего 7 классов. То есть к 1941 году он окончил всего 7 классов. Но все мужчины ушли на фронт, в деревнях остались женщины и дети, которым пришлось слишком рано повзрослеть. Он родился в киргизском селе, был сыном арестованного в 1938 году коммуниста. И жизнь его, сказать, что была радостной, естественно, нет. С такой судьбой сложно было не только стать выдающимся писателем, но и получить элементарное образование. Так, я не понимаю, урок заканчивается?